каждый человек, который не делает работу здесь, он берет у одного человека и другого оставляет без ничего. Под председательством главы Ингушетии в Магасе прошло заседание комиссии по координации работы противодействия коррупции в регионе. Операции и врачебные процедуры уже позади. Аишу Ажигову выписали из больницы. Завтра ее будут встречать уже на родной земле. Древний ингушский орнамент в основе инновационного проекта. В Магасе сегодня открылся парк «Шелковый путь». Получить какой-то опыт, также, чтобы приобрести новых знакомых, какие-то связи, можно сказать, также. Вот. И просто ради гор. Круглые столы, лекции и мастер-классы. В Джайравском районе Ингушетии стартовал международный форум «Торгим-2019». Они заслуживают особого внимания. Сотрудники ГИБДД наведались новогодними подарками в Троицкий дом-интернат и семье сослуживца. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. До тех пор, пока не будет неотвратимости наказания, борьба с коррупцией бесполезна, заявил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов на заседании комиссии по координации работы и противодействия коррупции в регионе. На встрече обсудили результаты работы подразделений регионального МВД по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности. Подвели итоги работы за 2019 год. Все подробности в нашем материале. По данным регионального МВД, за 11 месяцев 2019 года в Ингушетии выявлено 32 преступления, связанных с хищением и освоением бюджетных средств, 29 из которых отнесены к категории тяжких и особо тяжких, 25 совершены в крупном и особо крупном размере, а также 7 коррупционной направленности. В суд направлено 10 уголовных дел указанной категории, из них 8 относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 5 совершены в крупном размере, а также 7 коррупционной направленности. Возбуждено в 2019 году 27. Вот из них вы направили в суд. Из них приговора, вступившие в законные силы, осужденные. Антикоррупционная составляющая и комиссия, которая она направлена и на профилактику в первую очередь, и неотвратимость наказания. Если этого не будет, то мы ничего не добьемся. Поэтому я хотел бы, чтобы вы реально вникали в эти вещи. Здесь все очень актуальные дела возбуждаются и по жилью, и переселение граждан с оползневой зоны. Ввиду того, что те люди, которые строили, взяли бюджетные деньги, обманули, форму хищения разные, в основном мошенничеством. Одна из форм, да? Вот поэтому люди, которые видят безнаказанность, они приходят вот сюда, к главе, и спрашивают, где наше жилье, где наши, переселения, где наши деньги. Вот взял строить дом там, да? Дело возбудили, он в бегах, а денег не хватает. У меня нет их в бюджете. Поэтому я вам говорю, если у нас неотвратимости не будет, то есть человек должен, если вы его арестовали, значит, у вас было полностью основание арестовать его. Потому что в рамках сразу нужно и в части требования возмещения ущерба закладывать нам. Метаанализ данных различных ведомств и структур членов комиссии привел к заключению, что в регионе наблюдается низкий уровень заявлений, а также уголовных дел по обвинению в коррупции. Показатель, не соответствующий уровню проблемы. При опросах респонденты в этом аспекте апеллируют к тому, что при выяснении обстоятельств вместо недобросовестных чиновников чаще всего страдают сами бизнесмены. Вы поймите, каждый человек, который не делает работу здесь, он берет у одного человека и другого оставляет без ничего. Понимаете? А нам этого не жалко человека? Или целую группу людей с детьми, с большими семьями? Мы должны думать о потерпевшего. Потому что у нас потерпевший, мы его забываем, этого в тюрьму, а потерпевшие ему же ничего не дали, не вернули.
Понимаете? И он остается у нас социально незащищенный. Поэтому вот в первую очередь, мы ведь должны потерпевшую сторону, если ведь обворовали больницу, значит, там лекарств не хватит, не знаю, там койки не хватит. У вас серьезная работа идет сейчас. Я хотел бы, чтобы, Михаил Валерьевич, она вот у нас в этом же направлении продолжилась. Глава региона в завершении отметил, что без неотвратимости наказания решения проблемы коррупции не будет. В сознании сидит безнаказанность, нет ответственности, заключил он. Хади Добреева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханив, Рахман Цуров. Новости 24. Аишу Ажигову после ампутации руки и курса реабилитации выписали из больницы. Напомню, 7-летняя девочка в июле экстренно была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, избитая собственной тетей, которая сейчас под арестом. Позади несколько месяцев лечения и восстановления. Все это время за ее судьбой следила вся страна. А завтра Аишу будут встречать дома уже земляки. Все подробности в сюжете наших коллег из Первого канала. Новых людей Аиша почти не стесняется, скорее кокетничает перед камерой. Проходит всего пару минут, и она уже танцует и показывает любимые игрушки. Вот эта игрушка. Неудивительно, что после 5 месяцев в больнице это шприц и стетоскоп. Сидешку. Послушайте, Елена тоже послушайте. Как у мамы со здоровьем? Дышите. Так, вам нужен укол. Сейчас. Откуда у этой малышки столько доверия к людям и любви к жизни, сложно представить. Ведь после того, что она пережила, могла навсегда замкнуться, отгородиться. Некоторые сны она видит во сне, рассказывает утром. Не забыла она всего этого. Сейчас в глаза бросается только перевязанная ручка, а летом малышка выглядела вот так, словно после пыток. По всему телу ожоги, раны, многочисленные переломы. Это что? Это укус, походу. Вот это укус. Аишу истязали почти год, причем один из самых близких людей, родная тетя, била ее ремнем и металлическим шлангом. Вот это рубцы все. Вот это все полностью изрезанный ребенок. От ушибов посинели обе ручки. Левую врачи смогли спасти, а вот правую пришлось частично ампутировать. В Институте неотложной детской хирургии малышке сделали несколько операций. Долго ее выхаживали, и вот сегодня, наконец, можно ехать домой. Ну как? Домой поедешь? Действительно, стоял вопрос жизни или смерти. Сейчас мы видим, что это живой ребенок. Мы ее не бросаем. У нее еще впереди много чего должно быть. И вопросы протезирования. Когда Аишу только привезли в Москву, говорили, что мама от нее отказалась и уже даже начали искать приемную семью. Но потом выяснилось, Лидию просто не пускал к ребенку бывший муж. Она утром встает, сразу говорит, что хочет домой. И все. В первую очередь, когда мы поедем домой, хочет братьям, бабушке. Дома их ждет новая жизнь, и больше их уже никто не разлучит. Ведь когда стало понятно, что ребенка у Лидии забрали насильно, дело о лишении родительских прав закрыли. Я помню ребенка, когда Аишу привезли на каталке, и она, кроме того, что просила мороженое и шоколадку, больше ничего не говорила. Сегодня мы видим другую ситуацию. У нее есть семья, у нее есть новый дом. С мамой они сейчас наверстывают упущенное за все то время, что были в разлуке. Дома Аишу уже ждут братья. Она еще не придумала, что попросить у Деда Мороза. Но главное чудо уже случилось. Новый год она наконец встретит рядом с теми, кто очень ее любит. Минтруд Ингушетии информирует, всем семьям, у которых родились первые дети, начиная с 1 января 2018 и в 2019 году, приостановились ежемесячные выплаты по достижению ребенком 1,5 лет. Им, а также семьям, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превышением доходов, необходимо в срочном порядке до 30 декабря обратиться в отделы соцзащиты населения с заявлением и перечнем необходимых документов. Для своевременного решения по назначению ежемесячной выплаты с 1 января 2020 года подать заявление и перечень документов необходимо в срочном порядке. Отделы соцзащиты населения ведут прием граждан ежедневно в будние дни с 9:00 до 18 часов. Вертолетная площадка, велопаркинг, бесплатный Wi-Fi и скамейки с подогревом. Парк с историческими особенностями и колоритом в современном стиле открыли в Магасе, рядом с площадью Алания. Объект построен в результате победы в конкурсе по линии федеральной программы «Малые города и исторические поселения России».
Перерезание ленточки как последний штрих к открытию парка. Под гул аплодисментов собравшихся дети с неудержимым воодушевлением тут же разбегаются по новой достопримечательности города. Взрослые же с нескрываемым интересом и праздничным настроением оценивают дизайн и особенности зоны отдыха. Красиво, дети очень рады, здесь так интересно. Дети с удовольствием, я думаю, будут ходить сюда, отдыхать. Я думаю, это очень нужное. Площадь Алания, соседствующая с новым архитектурным украшением города, заметно преображается с каждым днем. Лучшие танцевальные коллективы, горцы и горянки в национальных костюмах не позволяют ни на секунду утихнуть праздничному настроению. Автор и защитник проекта в Минстрой России Хади Гойгова. Ее детище было одобрено на всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в номинации «Малый город с численностью населения 10 тысяч человек». И нам выделили грант 30 миллионов рублей. Администрация города софинансировала часть денег для реализации парка. В итоге мы на общую сметную стоимость 85 миллионов рублей реализовали здесь парк. Общая площадь парка 6,92 гектара. Весь комплекс мероприятий, который способствует полноценному отдыху, досугу для горожан, мне кажется, на этой территории будет у нас. Пожелания жителей стали определяющим фактором при выборе места размещения и дизайна парка. Мне хотелось, чтобы вот люди, которые к нам приезжают, мы сами мы знали и чувствовали, что это именно наше. Вот, попробовали использовать орнамент в тротуарных покрытиях, проявить его в озеленении и в малых архитектурных формах. Мы тут реализовали мероприятия по цифровизации городского хозяйства. Есть такое направление. Город Магас включен в пилотный проект. И мы здесь в рамках этой программы здесь обеспечили круглосуточное видеонаблюдение этой зоны, бесплатный доступ к сетям Wi-Fi, энергоэффективное освещение здесь. К слову о национальном и родном. Национальный орнамент часто упоминался в летописях истории Ингушетии, не раз встречался в произведениях ингушских классиков. И сегодня на площади около 7 гектаров он возродился в необычайных масштабах. Архитектурное чудо и достопримечательность древнейшего города сегодня может стать ярким примером для остальных муниципалитетов, подчеркивает Зарема Оздоева. Уход и забота за парковой зоной от местных жителей здесь играет не последнюю роль. Благоустройство городской среды – это неплохой, замечательный проект, но он никакой, если в нем нет участия самих жителей. Так как именно этот проект создан именно для нас, для жителей нашей страны. Участие жителей необходимо. На сегодняшний день у нас благоустраивается 48 территорий. Почему я говорю благоустраиваться? Потому что не все муниципалитеты еще сдали в эксплуатацию свои объекты. Конечно, нам нужны общественные пространства, нам нужны красивые вот такие парки. Они нам просто необходимы. Это, во-первых, воспитание нашего будущего. Наши дети должны знать, что они могут выйти и просто спокойно погулять по парку. Наши старики должны иметь место, где они могут просто посидеть и пообщаться. Пока в окружении Деда Мороза и Снегурочки ее ровесники веселятся, Амина Даурбекова направляется прямо к игровой площадке. Она и раньше проводила здесь часы в ожидании открытия парка. Я живу в Магасе, и я буду гулять здесь. Мне очень здесь нравится. Выражая свои чувства восхищения, местные жители, видя запоминающиеся преображения в зимнее время, уверены, летом множество водоемов и кафе на территории парка, как и инновационные проекты умного города, станут визитной карточкой не только в Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24. Круглые столы, лекции, экскурсии и мастер-классы. В Джайрахском районе сегодня стартовал международный форум «Таргим». Сотни участников со всего мира. Программа насыщенная и познавательная. Главная цель, по мнению организаторов, раскрытие потенциала, предоставление возможностей для обмена опытом и установление межкультурного диалога. Тему продолжит Идрис Ижиев. Более 200 человек из всех субъектов России, а также ближайших стран зарубежья и даже Индии. Объединяет их всех одно – молодость и безграничное желание сделать мир лучше. Организаторы отметили важность процесса культурного обмена между молодежью всего мира. У нас будут образовательные программы, у нас будут площадки, там, где вы сможете
узнать 100% для себя что-то новое. Я тоже буду, скорее всего, на этих площадках присутствовать, потому что мне это все интересно, так же, как и вам. Форум «Торгим» – это площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества из разных регионов, а также знакомство с передовыми практиками молодежных проектов. С каждым годом форум набирает популярность, а участников становится больше. Форум проводится для того, чтобы люди познавали культуры окружающих народов, могли познавать культуры соседних народов, знакомиться с культурными особенностями стран зарубежья и субъектов Российской Федерации. Как признаются иностранцы, по слухам, Кавказ очень нестабильное место, а поездки сюда крайне опасны. Однако Ингушетия продолжает удивлять. Большинство участников приехали в нашу республику впервые. И самое первое, что они заметили – дружелюбность и открытость людей. Я очень часто стараюсь участвовать в такого рода форумах. Вы сказали по поводу стереотипов. Меня, конечно, это сразу тронуло. Почему? Потому что хорошо, что в России они уже закончились, но, к большому сожалению, за рубежом они до сих пор остаются. И, конечно, я признаюсь очень честно, я немного боялся ехать сюда. Благодаря людям, в принципе, да, вашим, которые очень дружелюбные, которые очень отзывчивые, этот стереотип, в принципе, сломался. В рамках работы форума организованы круглые столы, секции, лекции и культурно-досуговые мероприятия. А основные задачи – создание условий для творческой самореализации молодых людей и привлечение внимания к проблемам молодежи. Для многих ребят Торгим стал возможностью установить межкультурный диалог. Это мой первый форум, и пришла я для чего? Это, во-первых, получить новые какие-то знания, получить какой-то опыт. Также, чтобы приобрести новых знакомых, какие-то связи, можно сказать, также. Вот, и просто ради гор. Я сюда приехала познакомиться с новыми людьми, пообщаться, также поговорить со спикерами, узнать массу полезной информации, обговорить про проекты, с которым я поеду на маршрут, представлю его от Ингушетии. Форум продлится еще несколько дней. За это время молодые люди смогут не только полезно пообщаться, но и отдохнуть и набраться впечатлений. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Роструд напомнил об оплате труда в новогодние каникулы. Зарплата работающих россиян не снижается из-за праздничных дней. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. Остальным работникам за нерабочие праздничные дни, в которые они привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. К таким работникам относятся те, кому установлена сдельная оплата труда. Напомню, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря в нашей республике и еще в 33 регионах объявлен выходным. Из сада гигантов в сад детский. Порядка 20 тысяч новогодних коробок с яблоками 5 сортов отправились в дошкольные учреждения республики. Руководство одного из крупнейших сельхозпредприятий округа не первый раз примеряет роль щедрого Деда Мороза. Сад-гигант Ингушетия проводит благотворительную акцию уже 3-й год подряд. Подарки смогли получить не только дети, но и воспитатели. Подробности в репортаже Светланы Томовой. 70 тонн яблок. Именно столько раздает в качестве новогоднего подарка детишкам детские сады, а также их воспитателям сад-гигант Ингушетия. Красивые коробки весом в 3 килограмма загружают в «Газели». Автомобили дошкольных учреждений выстроились в ряд, дожидаясь своей очереди. Пока идет погрузка новогодних коробок, самое время провести экскурсию, рассказать подробнее о предприятии. Здесь все строго по технологии. Собирают, очищают и помещают в ящики. Современное итальянское оборудование позволяет это сделать быстро. На каждой линии по 100 человек. Это в данный момент здесь на территории, то есть внутри цеха 250 человек. 250 человек. Каждая линия до 30 тонн в час. До 30 тонн в час яблоко пропускает. Поэтому работаем 2 смены. 2 смены – это где-то 550-600 человек в сутки здесь работает.
Зарита Добриева уже не первый год получает такой подарок от сада-гиганта. Всего в ее дошкольном учреждении 160 детей и 50 воспитателей. И такое внимание со стороны этого предприятия не может не радовать. Это не первый раз сад-гигант делает такую акцию благотворительную. В прошлом году нас тоже, они и детишек порадовали, и наших работников тоже этими подарками, но все равно нам было очень приятно. И я и от своего имени, от всех учреждений дошкольных хочу выразить благодарность руководству сада «Гигант», сказать большое спасибо за то, что они поощрили нас на новогодние мероприятия, на эти праздники этими подарками. Никаких химических добавок, только технологии и ингушская земля. Для тех, кто сомневается, яблоки проходят процедуру проверки на ГМО. И такие подарки не только вкусные, но и полезные. Во-первых, принято с урожая дарить людям определенную часть, то, что нам Всевышний дал, это к этому относится. Первое. Второе. Мы, конечно, хотим, чтобы дети привыкали кушать яблоко. Это самый здоровый продукт. Есть английская пословица: «Съешь 2 яблока в день, и к доктору не ходи». На самом деле яблоки содержат огромное количество поливитаминов, которые необходимы для организма. Поэтому важно, чтобы они узнали вкус наших яблок. Что эти яблоки вкусные, хорошие, из самых лучших сортов, которые в мире вообще производят. А тем временем подарки прибывают прямо к новогоднему празднику в детские сады. «Старт в будущее» развернул сказочное новогоднее представление. Красивые и нарядные детишки выступают перед родителями с различными танцевальными номерами. Хотелось бы от лица всего коллектива, родителей, от лица всех детей сказать огромное большое спасибо, что о нас очень приятно, что о нас помнят, что о нас не забывают. Дети – это все, это наше будущее. Детский сад «Подснежник» в Карабулаке также радует глаз своими выступлениями и артистизмом. В конце мероприятия детишки получают свои долгожданные новогодние подарки. Пятимат Угурчиева отмечает, что подарок – это всегда радостное событие, а к Новому году еще и долгожданное. Поэтому от лица Министерства образования республики благодарит руководство сада «Гигант Ингушетия» за очередное оказанное внимание самым маленьким жителям республики. Выражаем благодарность за предоставленную такую возможность порадоваться детям таким прекрасным, эстетически оформленным подарком. Но каждый ребенок получил данный подарок. Это около 16 тысяч детей, которые сегодня получили данные подарки. И помимо этого у нас около 4 тысяч сотрудников детских садов. Это далеко не первая и не последняя акция, проводимая для детей в преддверии Нового года. Словом, руководство сада «Гигант Ингушетия» обеспечило около 16 тысяч детей со всей республики не только новогодними подарками, но и отличным настроением. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24. На этом вручение подарков не закончилось. Сегодня также сладкие презенты получили и дети Умара Аздоева, сотрудника ГИБДД, которого не стало год назад. В гости к семье наведались коллеги-сослуживцы, не оставили без внимания и особенных детей, воспитанников детского дома-интерната в Троицком. Тамара Хашигульгова расскажет. Вместо черно-белого жезла и папки с различными материалами и документами – праздничные наборы со сладостями и игрушками. В гости к большой и дружной семье Аздоевых. Сотрудники госавтоинспекции не могли прийти с пустыми руками. Знаешь, что они тебе принесли? Что они тебе принесли? Возьмешь, с работы пришли. Возьмешь, Мишка? Возьми. Мадина Аздоева потеряла супруга год назад. Умара Аздоева не стало из-за проблем с сердцем. Он был инспектором дорожно-патрульной службы, верный товарищ, ответственный сотрудник, хороший отец и муж. Таким он запомнился всем. Поэтому 5 его детей в канун Нового года и в годовщину со дня смерти коллеги просто не могли оставить без внимания. Приехали порадовать детей, посмотреть на них, есть ли у них вопросы, есть ли какие-то моменты, где мы должны им помочь. Оказали немножко помощь. И просто мы не можем забывать своих сотрудников. Они были с нами в ряду, работали с нами
бок о бок, поэтому, когда их не становится, мы не должны забывать о семьях, которых они оставили. У меня 5 детей, 4 девочки, 1 мальчик. Завтра будет год, как не стало мужа. Одной семьей Оздоевых гости сегодня не ограничиваются, ведь не меньше остальных верят в чудо и надеются на него и воспитанники интерната. Пусть Новый год еще не наступил, но ребята уже выучили стихи. Ёлка наряжай, праздник прибежай, Новый год у ворот, ребятишки ёлка ждет. Самые смелые и активные даже пустились в пляс. Зажигательная лезгинка радует всех присутствующих. Но не все ребята могут встретить гостей веселыми танцами и стихами. Есть здесь и те, кто буквально прикован к кровати. Их гости навещают в палатах. В доме-интернате обучается, а еще одновременно проходят лечение более 20 детей с различными диагнозами. Но несмотря ни на что, они ждут гостей всегда. Впрочем, и сами сотрудники ГИБДД стараются не обделять воспитанников вниманием, приезжая сюда как можно чаще. Ведь такие презенты для ребят – это всегда радостные события, а к Новому году еще и долгожданные. Эмоций детей, конечно, нет предела, все радуются. Конечно же, они ждут чуда, они чувствуют этот Новый год, наверное, они каждый день спрашивают, придет к нам сегодня Дед Мороз со Снегурочкой, принесут нам подарки. Конечно, принесут, хотя в день 2, 3, 4 учреждения, школы, колледжи посещают с подарками, хотя бывают люди, но для них каждый, кто их посещает, каждый гость, для них как будто бы новый. Вот, и они его так ждут. Они особо требуют себе большего внимания, они более ранимые даже ко всему происходящему. Они ждали нас в гости. Сегодня мы оказали им маленький праздник, пришли к ним, побеседовали с ними. Они порадовались, конечно же, видели улыбки на их глазах. Я думаю, что нам нужно брать пример с них, потому что их внутренний дух не дает им сдаваться, и они борются со своими болезнями и радуются каждой мелочи, которая происходит вокруг. Волшебство по силам каждому. До Нового года чуть меньше недели. А значит, есть еще время поделиться чудом с теми, кто так этого ждет. Тамара Хашагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. Чем ближе к Новому году, тем праздничнее атмосфера в регионе. Особый ажиотаж в преддверии праздника наблюдается в торговых центрах и павильонах. Срок годности и условия хранения новогодних подарков в центре внимания проверяющих органов. Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановый рейд по торговым точкам Назрани. Об итогах расскажет Идрис Ижиев. Посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Как тебя зовут? 100% энергии. Так производитель подписал свой продукт. Вот только энергии здесь и не пахнет, зато ухудшение здоровья гарантировано. В преддверии Нового года конфетами и другими сладкими подарками заставлен, можно сказать, каждый торговый угол. Покупают, как правило, без разбора, ведь в первую очередь многих родителей и особенно детей привлекают блестящие красивые упаковки. Вот только в пакете со сладостями могут попасться вредные энергетические конфеты, поэтому сотрудники Роспотребнадзора в праздничные дни особенно внимательны. Да вроде пока вообще ни в одном нет такого. Энергетических конфеток никто не найдено. Ты не встречала? Нет. Проверки торговых точек с новогодними подарками и пиротехникой, как правило, проводят каждые несколько дней. Ведь случаев отравления новогодними сладостями хватает. И лучше заранее проверить продавцов на наличие просрочки. Тут все свежее, так сроки соблюдаются. Как правило, нарушения одни и те же – срок годности и неправильное хранение. Сотрудники Роспотребнадзора открывают подарок за подарком и скрупулезно присматриваются к каждому товару. Продавцы уверяют, что некачественных или просроченных товаров просто не может быть, ведь они лично упаковывали каждый пакет. Обойдя большинство прилавков, вердикт комиссии сегодня положительный. Сотрудниками управления Роспотребнадзора проводятся рейдовые мероприятия по торговым точкам в связи с ежегодными проверками на преддверии новогодних праздников. Проводятся внеплановые проверки по приказу федеральной службы, а также в связи с тем, что в сети интернет недавно появился ролик о том, что в новогодних подарках обнаруживаются энергетические конфетки. По итогам сегодняшних мероприятий такие энергетические конфеты ни в одной торговой точке не были найдены, но в одной торговой точке была обнаружена шоколадная плитка,
которая была просрочена на неделю. До нового 2020 года всего несколько дней. В Роспотребнадзоре напоминает, нужно быть особенно внимательными, чтобы подойти к Новому году не только с хорошим настроением, но и здоровьем. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24. В преддверии праздника по всей республике проходят новогодние утренники и концерты. Настоящая праздничная атмосфера царила сегодня и в летнем амфитеатре. К детям в гости нагрянули сказочные герои Дед Мороз со Снегурочкой. Веселым представлением дети остались довольны. В числе зрителей была и Жаридат Халухоева. Мы с вами будем путешествовать по нашему сказочному лесу. И каждый раз мы будем встречать сказочных героев. Да, ребята? Итак, поехали! С музыкой, танцами и знакомыми каждому человеку сказочными персонажами. Для этих ребят Новый год уже постучался в двери. Он учит добру через песни и танцы. Машенька больше не проказничает, а Серый Волк совсем не думает есть красную шапочку. Он хочет дружить, оттого и зажигает под знакомую песню больше остальных. Маленьким непоседам, пришедшим на праздник, не дает скучать и Василиса Царевна. В своем алом сарафане она поет песню про березу, которая так и манит танцевать. Рамазан Мизиев уж точно знает как. В праздничную атмосферу новогоднего представления он сразу окунулся с головой, ведь ждал его целый год. Меня лично все понравилось, потому что там очень много веселого и самое главное танцы. Я обожаю танцы и которые еще так таинственно. Это шоу придумали так, чтобы зрители принимали в нем самое активное участие. Вместе с актерами читали стихи, пели песни и отгадывали, из какого она мультфильма. Такой насыщенной программой детей радуют артисты Государственной филармонии, которые, кстати, не намного старше своих зрителей. Для них этот день стал не просто работой, а самым настоящим новогодним приключением. Мне это очень нравится. Я здесь именно я волнуюсь, когда первый раз прихожу, но все равно получается. Очень нравится радовать всех детей, выступать для них. Я оделась в костюм Маши и пою песню про следы. Это очень красивая песенка, чтобы порадовать всех ребят. Тем временем в зале не смолкает смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза детей освещают этот зал не меньше разноцветных фонарей. Но чтобы краски засияли еще ярче, необходимо позвать самого главного героя – Дедушку Мороза. Зритель доволен, а значит труд актеров оправдан. И такие новогодние представления помогают окунуться в чудесную атмосферу праздника. Мы танцевали, пели, мне очень понравилось. Все было такое красочное, красивое. Впрочем, волшебная сказка, развернувшаяся в стенах малого зала амфитеатра, подарила веру в новогоднее чудо не только детям, но и присутствующим взрослым. Мы сами взрослые немножко дети. И детям, конечно, они ждут чуда, они ждут подарков, они ждут положительных эмоций, которых вот в последнее время в нашей жизни очень мало. Организатором такого новогоднего представления выступила Государственная филармония имени Хамхоева. Концерт носит не просто развлекательный характер. Он направлен на культурное воспитание детей, учит их взаимодействовать друг с другом, познавать искусство перевоплощения и самим попробовать стать героями театрализованного представления. Мы ставим конкретные задачи, чтобы приобщать к творчеству детей, дабы чтобы они могли себя реализовать абсолютно универсально. Понимаем, что дети и к спорту стремятся, и к другим направлениям. Но если есть такие люди, они на примере этих же артистов, маленьких детей, видя, что у них это получается, они к этому стремятся. Окунуться в эту новогоднюю сказку смогут и десятки других ребят. Она будет звучать еще несколько дней. Жаридат Халухоева, Магомед Аскиев, Новости 24. 20 учителей, 2 месяца труда и подготовка всего лишь к одному уроку, но результат того стоил. В регионе завершился республиканский профессиональный конкурс «Лучший урок» по теме депортации ингушей 1944 года, приуроченный к 75-й годовщине высылки. К одной из самых трагических событий в истории ингушского народа участники конкурса подошли со всей ответственностью. Чей урок стал лучшим, расскажет наш корреспондент.
Первое место в нашем конкурсе занимает учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы номер 3 станицы Нестеровской Тумгоева Пятимат Сулветовна. Просим вас. Каждое слово от чистого сердца, о чем можно еще мечтать, когда все ученики верили в победу. Получить первое место Пятимат Тумгоева никак не ожидала, участвовала лишь по просьбе своего класса, поэтому считает, что победа принадлежит всему коллективу. Честно говоря, я не думала, что нас так высоко оценят. Конечно, это для меня крайне приятная новость. Я вот ищу момент, чтобы порадоваться вот со своим коллективом, со своими учениками, не только новостью, тут и денежное вознаграждение. Потом очень интересные подарки. Республиканский профессиональный конкурс «Лучший урок по теме депортации ингушей в 1944 году в Казахстан и Среднюю Азию» приурочен к годовщине высылки ингушского народа, организованной с целью сохранения истории кавказских народов, и задействовал 20 преподавателей республики. В течение 2 месяцев им предстояло подготовить открытый урок, сопровождая его видеозаписями. Присылали нам уроки, которые они проводили к 75-летию депортации. И сейчас у нас, к счастью, появилась возможность, мы подвели итоги этого конкурса. Сегодняшнее мероприятие было посвящено как раз награждению победителей и представлению лучших моментов этих уроков. То есть мы дали уже конечную оценку этой работе. Конкуренция была серьезной, а в финал вышли лучшие. В качестве приза вручили дипломы, книги и памятные подарки. В рамках конкурса, помимо наград за 3 призовых места, был предусмотрен и специальный приз номинации «Урок в музее». Депортация ингушского народа – это самый больной вопрос нашего народа, наверное, все-таки. Поэтому мне очень хотелось собрать весь материал по этому вопросу. Рассказать детям. Конкурс ответственный как для учителей, так и для их учеников. День хоть и выдался волнительным и долгожданным, но бесспорно радостный. Команда, которую представляла Самира Зязикова, заняла 3-е место. Девочка признается, что к конкурсу подошли они ответственно, с большим энтузиазмом подготовили урок. Мы выбрали эту сценку, потому что в ней говорится о выселении ингушей в Сибирь, а тема была именно про депортацию. И больше всего подходила эта сценка. Мы сделали эту сценку по произведению Чахкиева Саида «Мяка Горальгиш». На мероприятии в числе гостей присутствовали известные историки, талантливые художники слова, деятели культуры и искусства, представители министерств и ведомств. Они рассказали о значимости этого конкурса и поблагодарили конкурсантов. Выражаю вам благодарность за всю ту работу, которую вы выполняете. Вы несете очень большую моральную нагрузку перед тем поколением, которое растет. Все то, что происходило в истории нашего государства и нашей республики, вы отражаете в своей деятельности, вы отражаете это в общении с подрастающим поколением. И, конечно, ваш труд неоценим, ваш труд нужно поддерживать, награждать и отмечать. Поэтому я еще раз вас благодарю, и вы должны знать, что только ваша работа, только ваше желание оставить историю нашего народа и нашего государства в лучшем свете и доносить до наших детей, до подрастающего поколения правдивую и настоящую информацию – это ваша цель и задача. Мы всячески будем вас поддерживать. Благодарю вас от чистого сердца. Церемония награждения сопровождалась воодушевляющими словами и напутствиями гостей, а в завершении мероприятия участника конкурса сделали памятное фото. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.